Всем доброе утро, всем здрасте. Хочу вам показать, что у меня тут осталось. Рыжий, ты бессмертный? Знаешь, что там сидит Зангуч? И так близко подходишь. Ну смотри, если он заскочит, я его остановить не смогу. Вот представляете, кот, да, прекрасно знает, что при мне его Зангуч не обидит. И так вот близко он подходит. Одним словом, вот растет петрушка, а вот в который раз в этом году я посадила укроп. Каждый раз покупаю новые пакетики, но почему-то он не всходит. Одним словом, в этом году что-то с укропом не получилось. Насчет петрушки. Вы не представляете, сколько же я его использовала. И заморозила на зиму. Он все равно растет. Вообще очень и очень хорошая петрушка оказалась. Жалко, я выкинула пакетик. Нужно было посмотреть и прикупить, наверное, еще. Потому что я и всю зиму сажаю. Зелень сажаю. Так, перчики мои растут. И огурцы засолила, и помидоры. Одним словом, все, и варенье, и не варенье. Больше, чем надо мне. Вот, кстати, вот такой вот препарат вчера приобрели. Ездили в мою любимую ветаптеку. Называется он Кунак от мух. Я пользовалась сухим вот таким вот порошком. Мне непонятно, что именно подействовало. То ли этот сухой порошок, вот этот вот Кунак, или немного у меня там оставалось, еще не помню, как назывался. Препарат побрызгала этим, побрызгала вот этим. И довольно-таки длительное время не было мух вообще. Они появлялись, немного их было. Полетали день, и на второй день не было ни одной. А сейчас снова они появились. Вот эти вот 2 дня ужасно много их. Просто мне даже страшно. Никакие ленточки не помогают, ничего не спасает от них. Вот быстренько помчались, купили. И это самое. И вот я сейчас иду с утра. Хочу побрызгать. Вот. Вот такой бройлер. Специально их оставила. Пусть растут. Не люблю я вот, когда они молодые, 45 дней. Думаю, пусть немножко подрастут, потом уже мы их уберем. Мои бойцовые. Кстати, вот эти вот цыплята, они полукровки. У них мама бойцовая, а отец обычный петушок. Очень плохо бойцовые цыплята переносят холод. Я не знаю, куда я их дену зимой. Надо будет куда-то их пристроить. Бройлер вот такой вот. Из 20 штук их осталось 6. Я не знаю, 6-й где-то. Какой-то он необычный, неправильный бройлер. Потому что они садятся выше других на насестах. Они как эти прям летают. Обычно бройлер же такой медлительный. И вес в них хороший. Смотрите. Зангуч просит обратить на него внимание. Таскается с баклажкой. Так. Так, поехали дальше. Зангуч. Скачет, пытается сюда зайти. Он.
Машаллах. Где Гисарик? Мчав, Гисарик. Ягнята его очень интересует. Смотрите. Обычно они ложатся близко-близко к этому забору, и он с этой стороны видит шерсть только. Нюхает, принюхивается, а потом как цапнул этой лапой. Те вскочили, убежали, и он понял, что он их напугал, и с тех пор он очень аккуратно подходит, подглядывает за ними. Загуть! Мычав, Гисарик! 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 Видите, вон в тени он видит. Гисарик! Картошку мы убрали. Вот мой огород. Капусту я сегодня соберу. Угощаю корову листьями. И вот сейчас я буду поливать. Вчера ведро отсюда забрала. Розового ни одного не оставила. Морковь. Вы знаете, вы хоть поливаете, не поливаете, но за 30, 32, 33 градусов жары наш полив, смотрите, у меня огурцы уже высохли, в принципе, уже все, я уже их и... Короче, все, они мне, в принципе, не нужны в этом году. Лук я посадила, эти остатки, что я нашла. Открываю пакет, вижу, у меня там вот этот вот лук, и все, и не могу. Короче говоря, устала так, не представляете, и не могу, у меня нету сил, честное слово, вот это вот все прополоть. Вот вырастет еще немножко, я руками буду уже убирать все. Вот то, что близко растет, убираю, чтобы не мешали. И все. Нужно все прополоть. Вот это вот все траву я отдам цыплятам. У нас очень жарко, не представляете. Я очень плохо переношу и жару, переношу и холод. Кабачки. Меня радует только одно, что это все выросло без химии. Только огурцы. Раза 2, наверное, обработала я, и все. Так, ягнята заскочили у меня сюда. И смотрите, что сделали. С перцем, с кабачками. Одним словом, все, что видели, все сожрали, все слопали. Цветочки мои сожрали. Стебли. Одним словом, все, что они могли, они все понахватали. Я не любительница цветов. Ездили утром рано на рынок. Вот этот вот, я даже не знаю, как он называется, он у меня уже зацвел. Я мечтала увидеть, какие цветы на нем будут. И эти уроды все сожрали. Я теперь понимаю людей, которые занимаются этими розами. Да, это что-то у них случается с ними, конечно же, это такое расстройство. Теперь я их понимаю. Вот так вот.
С огурцами у меня уже все. И еще одно скажу, чтобы я еще раз послушалась кого-то в Ютубе и вырывала побеги от этих огурцов или еще что-то. Не буду больше трогать. Испортила я все огурцы. Но мне хватило. Хватило и ладно. Я их засолила. Ребят, мне ужасно стыдно перед вот этой вот уточкой. Очень не стыдно. Она взяла и легла на яйцо. А я взяла и забрала все яйца. Просто мне не нужны эти зимние утята. Вчера забыла закрыть гнездо. И вот переночевали они тут. Гости у нас были вечером. Мне было не до этих яиц, не до этих цыплят. Вот. Сейчас покажу уточке, что яйца на месте. Пусть садится. Мне стыдно просто. Она так старалась. Делала вот эту вот кладку, а я раз и забрала. И я смотрю, наблюдаю за ее реакцией. Не представляете, я вот эту вот всю ее боль прочувствовала, честное слово. Вот она. Сейчас я ее поймаю. Вот я ее пойму. Смотри. Смотри, красота. Смотри, моя красота. Сейчас я выйду. Все. Вышла я оттуда. Она их, самое главное, увидела. Ой, Зангуч скачет. Просит обратить на него внимание. Зангуч! ولا يقروش حياة ولا حياة حملك ولا тут حملك حياة ولا ужас. Ой! صابردي فو زنقوج ماذا أنت أسحك тут لوزحة ولا يقروش حياة ولا حياة حملك متشاي تربلك ولا حياة لس ولا لوزوي ولا حياة Етигич? А там нету. Короче, он запускает туда мне вот этих кур. И специально вот жарко. Я не закрываю дверь в курятник, потому что он тут, во-первых. И во-вторых, очень жарко. И он специально запускает мне вот туда, вот на эту территорию кур. И ждет, пока я сюда зайду. И дам команду выгнать их оттуда. И потом он с таким важным видом гоняется за ними. И выпроваживает их оттуда. Зангуч! Вон бежит моя бойцовая. Зову ее. Короче, вот так вот я зову и собаку, и ее. И они уже путаются. Зангуч бежит, и она бежит. Орел, орлица моя. Все, выгнал всех. Молодец. Мне надо огород сейчас поливать и всех накормить, а я тут с камерой хожу. Меня вон мычат, зовут. Все, молодец, молодец, молодец. Ай, тут-то, Хавел, укус, Хавел.
Зангуч, ко мне. Молодец. Сидеть. 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 Тут сидеть. Он только ингушский понимает. Зангуч, ахал. Ахал. Если кому продать, то человек должен будет знать ингушский язык. Потому что он русский не понимает. Ты, маме, сладенький. Сладенький, сладенький. Сладенький. А теперь он уже работает на камеру. Типа работает. Все, я выгнал, погнал. Удивительно. Специально туда их запускает, и потом он их гоняет. Работать надо. Вот такие вот дела. С засолками все, с вареньем, что я буду делать, все. И сливы сейчас добью, и больше я на рынок не поеду, чтобы соблазна не было. Смотрите, у меня петух какой. А вот и второй. И у меня молодняк подрос. Я, наверное, буду их убирать. Скорее всего. В жизни у меня не было таких облезлых кур. Это у меня было 5 курочек и 2 петушка. Вот этот вообще борзый. Ужас. Ему без разницы. Цыпленок, не цыпленок. Всех бьет. Хавело, зяй. Ага, я ахас. Хугутсу. Тут ага, яхтяс. Асмастян тук харцамлел. Нельзя. Куигиз нельзя. Как он их любит. Это что-то. Ночью зайдешь сюда, во двор, он каждую, цыпленка каждого знает. Обход после меня он делает обход. Все осматривает. Зверь. Машина, блин. Любит все, что я люблю, ненавидит все, что мне не нравится. Вот такой вот он. Лев мой. Маша Аллах. Маша Аллах, Маша Аллах, Маша Аллах. У нас крайне редко кто держит собаку. Я нормалу я хас. Аха. Тут команды не было уходить, а он взял и ушел. Понял, что я не с ним разговариваю, с кем-то. Вали того можно. Понял, что я внимание не на нем, что я с кем-то болтаю, разговариваю. Вот он решил уйти, что можно уже. Насчет кур. Молодняк у меня. Несколько курочек занеслись. Яйцо продавать я зимой буду, иншаллах, если у меня будет яйцо. Варенье продавать с оленями не буду. Я уже продала. Салаты у меня почти все соседка одна забрала, поэтому не буду я продавать. А то я боюсь, что я сама останусь без ничего. В этом году я специально посадила огород и думаю, ничего покупать не буду. Все будет, консервация вся будет из всего нашего, что я выращу. Ну вот так вот и получилось.
без химикатов, без всякой гадости. Мамидок, ты устал уже, успокойся ты. Вот. Зангуч, когда был младше, ну, года полтора, наверное, назад. Так, ну ему сейчас 3 года. 4 будет нам в сентябре. Я решила, что я смогу вырастить очень такое большое количество бройлеров за раз. Думаю, цыплят выращиваю, почему бы нет. Ну и что? Ничего не зная про этот кросс, закупила я очень много, не помню даже сколько, вот этих вот КОП 500 Чехия, прям расхваливали все. И я тоже решила прикупить. Я сейчас вру. Купила яйцом. Да, вывела у себя, значит, они у нас вывелись. И они у меня до месяца выросли такие хорошие, а в месяц это было что-то. Ребят, я не знала. У меня такая паника была. Я не знала, что с ними. Они начали у меня погибать, я не знаю, в день по несколько штук, а то и больше. И у меня костер, я бросаю на костер и кормлю, значит, шашлыком таким своего немца. И вот сколько там, я не знаю, какой отход был. То, что осталось, я уже поняла, в чем дело. Быстренько, значит, все сделала как надо. Остальные у меня выжили. Но где-то штук 20, мне кажется, я их потеряла, если не больше. И мой Зангуч привык, что вот так вот его кормят, у него шашлык каждый день по нескольку раз. Я прихожу утром, а у меня такие уже небольшие, крупные, они ходят. Я смотрю, он лежит мертвый. Не могу понять, а что с ним? Вроде бы нормально был. Ну, кинула я его в костер, угостила его, как обычно, все. На второй день на том же месте лежит еще один. И тут я поняла, что он их давит. Он специально их давит, он знает, что я его угощу. Тут они у меня погибали, и то он прям вообще с удовольствием их лопал. А тут не дают ему, не угощают его. И он решил, что надо, значит, уложить одну. И вот раз угостила. А потом я уже поняла. А потом получил он, значит, по ушам. Рядом подошел и стоит. Он понял, что все, его раскусили, и больше с тех пор он не трогает. Вот еще есть такой момент. Если 2 раза я посмотрю на цыпленка, и там, или побегу я за ним, или как-то внимание, как-то внимание обращу, и вот он что делал? Он брал, тушил их. Именно из всех этих сотнями у меня были цыплята, он обязательно, я не знаю как, находил, и обязательно он мне этого цыпленка душил. Которого люблю, оставляет, которого вот не нравится мне, на которого я там наорала, там еще что-то, побегала за ним, или он куда-то зашел, хотела там выгнать. И вот он мне вот это вот делал тоже. Вот так вот. Как-то зимой вывелись у меня утята 5 штук. Купила пурину, откармливала их. Ну, думаю, за месяц откормлю я их, продам. Был 11 час ночи. И было вот холодно. Это как раз то время, когда вот эти КОП 500 у меня и были. И была ночь, и я думаю, замерзнут мои цыплята, там, наверное, им холодно. Перенесу я их, значит, в теплицу. Но это не теплица, а сделали как теплицу, а получилось, делали как теплицу, заговариваясь, а получился он у меня цыплятник.
Столько цыплят там было. Цыплят, индюшат, перепелят. Ой, не представляете. И вот. И думаю, перенесу. И у меня в клетках вот эти вот утята 5 штук. Ну, думаю, ночь, Зангуч, наверное. А мне вот что надо? Я извиняюсь, что у меня все тут как-то это, что в голову приходит, я и рассказываю, как было. Значит, перед тем, как пустить цыплят сюда во двор, обязательно я, значит, его знакомлю с ними, как происходит знакомство. Я вот подношу коробку к ему, он смотрит, я говорю, что это его цыплята. Он хвостиком завиляет, все, можно отпустить. Вот этих утят не показывала я ему. Но думаю, ночь, он все равно их не найдет, не поймет. У меня же, помимо них же много тут утят было. Решила спасти бройлера и опустила их на землю просто. Я прихожу, мне плохо стало. 3 задушенных лежат. Двое под эти вот сеточки залезли, а он их достать не смог. Понимаете? Он мне задушил этих утят, таких больших уже. Я их откармливала пуриной. Пурина у нас, да даже откармливала, не откармливала, мне их жалко так было. Ну и получил он, опять же, этими утятами по морде. А в принципе, я-то понимала, что я виновата. Мне надо было познакомить просто их с ним, и ничего бы не было. Уточка заходит, сейчас увидит свою шоколадку на месте, простит меня и сядет. Блин, куда мне их девать потом, я не знаю. Она мне вывела 11 штук, мне этих девать некуда. Мы не любим мясо этих уток, утятину, потому что в том году столько их у меня было, морозильники забитые, и никто их не любит. Это мясо уток у нас никто не любит. Поэтому я их убрала, оставила вот этих вот Деда Мороза с подружкой. Вот такая у нас история. Воды нету. Как обычно, погода у нас. Сегодня, смотрите, не жарко. Но вчера это было что-то. Вот такие вот дела. Вот эта вот курочка никого не слушается, никого не боится. Ночью где-то, я не знаю, я и крылья ей подрезала, но она все равно умудряется не заходить в курятник. Утром я прихожу, она гуляет. Вот так вот. Резать ее жалко, она такая жирненькая. Хотя мне очень прям хочется с галушками приготовить курочку и покушать. Именно вот домашнюю. Вот она идет. Красавица такая. Там яиц будет, внутри полно. Поэтому... Смотрите, гены. У меня две курочки было, брама. И вот через поколение на ногах вот эта вот борода. Не хочу я вот этих бородатых. Не люблю. И мне обычные дворняжки, курочки нравятся. Ну что-то, все. Вот смотрите, он за мной. Он удивляется, что я тут до сих пор сижу. Нам уже давно пора заниматься. Кормить всех, а я сижу. Корм поставила и все. Черная московская. С Москвы яйцом купила. И все равно такая мелкая. Я знаю, что это за это. Что за яйцо они продают. Я это потом поняла. Это обычное с подворья. Вот они продают по блату. А там получается не черная московская. Там какой только сброд и не получился у меня. Я купила их как черную московскую. Хохлатых и не хохлатых. Одним словом, ничего не стала говорить. Думала, ладно, на вашей совести пусть будет.
Просто перестала у них покупать и все. Все, ребят, пошла я. Туте, Зангуч, что, пошли мы? Пошли мы. Всем добра, всем здоровья. Всем пока. Забросила канал. Настроение, честное слово, ни на что нету. Все в республике и во всей нашей стране, мне кажется, той радости, что была, нету. Вот и все. Всем добра, всем здоровья. Пока. Берегите себя, берегите близких. Пока-пока.